Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. 6 июня исполнилось ровно 100 дней с начала военной спецоперации на Украине. За эти 100 дней удалось добиться определенных результатов в защите населения Донбасса и возвращения к мирной жизни. Главная цель операции – защита людей в Донецкой и Луганской народных республиках и денацификация Украины. За это время от пронацистски настроенных военных сил Украины удалось освободить многие населенные пункты, обеспечена возможность вернуться к мирной жизни. Как за эти 100 дней изменилась жизнь россиян, страны, ну и нашей республики? Об этом мы поговорим с нашими гостями сегодня. Скажите, где вы были, когда узнали о начале специальной военной операции, и какие мысли посетили вас в первые минуты? Ну, мы находились каждый на своем рабочем месте, кто где, кто живет. И я, естественно, вот тоже встретил эту информацию на рабочем месте. Но даже не важно, где мы это встретили, важно смысл этого. Потому что мы все понимали, что дальше продолжаться вот это не могло. Потому что Владимир Владимирович Путин все делал, чтобы Минские соглашения выполнялись, чтобы прекратить убивать мирных жителей. Ну, более 100 детей погибло. Вот самое вот это вот, я и говорю, там 14 тысяч, это тоже большие жертвы взрослых. Но когда даже кто-то из великих сказал, даже слезы ребенка не стоит весь мир. А тут такое продолжается, и нету, никаких подвижек не было. То есть, когда уже было заявлено, что и не собираются выполнять, ну что дальше ждать? И все люди, наверное, все России, кто с пониманием отнеслись, понимают, что это сложное решение, очень сложное, особенно для нашего президента было это решение. Ну, я вот с пониманием отнесся и думаю, что другого выхода не было, тем более, что по информации уже было сказано уже военными, что наша операция началась, буквально опередила нападение сконцентрированных войск на границе Донецка и Луганска буквально на 5-6 дней. Буквально. А если мы бы этого не сделали, то жертвы были бы большие, очень большие. Это вот об этом, наверное, надо вспоминать и всегда говорить. 24-го я был в Санкт-Петербурге, у меня сейчас там живут сыновья, и вот как раз я был у сыновей в гостях. И на самом деле сказать, что прям я так все это сразу понял и принял, я не могу. На самом деле, наверное, я к пониманию и четкому своему личному мнению и отношению к спецоперации, ну, наверное, принял где-то и понял где-то на 3-й день. Хотя, конечно, я со многими вещами согласен, то, что сказал мой старый друг Валерий, что это давно надо было сделать, может быть, начать, но вот именно это было неожиданно. Ну, для меня, как для гражданского человека. На работе, значит, первая мысль-то, конечно, была наконец-то, потому что сам уроженец Ворошиловградской области, ныне Луганской, то есть, как бы, 19-й год, с 18 на 19 именно в январе, вот, я был дома, пообщался там и с одноклассниками, и с ополченцами, то есть, ну, более плотно по городу прошлись, кто там участвовал и на передней линии. То есть мысль была однозначная, что наконец-то сейчас и пойдем. И единственное, что не ожидал никто такого большого сопротивления. Заходили-то как в родной дом, сейчас вас будут встречать все. Ага, оказалось, что чуть-чуть не так. Но это показывает дни, ну, будем подождать, будем посмотреть. На работе услышали такую новость. Это, конечно, по-первых, ошарашило. Но ожидаемо было. Мы все ожидали, что рано или поздно какие-то меры жесткие, силовые мы должны были, ну, наш президент должен был принять. Почему так долго, 8 лет, да, ждали? Пока там их бомбили, артиллерии расстреливали. Ну, видать, была надежда, что все-таки разум победит у руководства Украины, да, они все-таки прислушаются, там начнут выполнять какие-то пункты от минских договоренностей. Но бесконечно, я вот тот раз еще говорил, вот накачивали оружием все время, да, 8 лет. Потом еще их президент заявил, что он желает приобрести или там создать ядерное оружие, но это уже была красная черта, которую он перешел. Ну, вот накопилось и начали. Да, как человек в прошлом военный, я понимаю до сих пор, что любая война, она несет в себе жертвы человеческие. Да. Я предполагал, что первое время вот столько жертв с обеих сторон, это было, конечно, тяжело смотреть. Но ничего,
как говорится, опыт приходит, приходится учиться по новой и воевать в том числе. И поставленная задача, мы знаем, что она будет выполнена. История человечества развивается по спирали, это знают со школьной скамьи все. Так вот, те события, которые происходили на Украине до принятия этого решения главнокомандующим Верховным президентом России, для обычного обывателя подавалось вот в таком дозированном виде те события, которые происходили на Украине. Это вот такие демонстрационные маршировки нацистов с их флагами, факелами. Это документально показывали, как они своих детей идеологически промывают мозги, вручая им оружие, и тоже одевая в нацистскую униформу. И в конечном итоге последствия, конечно, были ожидаемые. И я думаю, что то, что идеологически власть, якобы демократическая, на Украине проиграла неофашизму, и стало результатом принятия нашим верховным главнокомандующим такого решения. Оно было уместно, оно было, ну, будем говорить, своевременно совершенно. А можно добавить 5 Да, конечно. копеек? Вот небольшое такое добавление. Вы знаете, вот лозунг даже, вот, мне кажется, родился из своих не бросаем от того, что люди ДНР, ЛНР, они поверили в Россию, что Россия как гарант, ни Германии, ни Франции, которые тоже были гарантом, именно России поверили, что она как гарант прекратит, не даст их убивать и защитит. И вот своих не бросаем, вот этот уже у нас, как говорится, который лозунг, он оттуда, наверное, потому что именно своих поверившие нам, потому что если бы мы этого не сделали, вот это было бы равносильно предательству. Кстати, вот по поводу своих не бросаем. На фоне спецоперации стали больше и чаще говорить о развитии патриотизма в стране. Вот замечаете ли вы рост патриотических настроений? Вы знаете, в трудные времена всегда наш народ, наша страна сплачивалась. Многонациональный народ. И сейчас вот хорошие примеры можно привозить даже в Великую Отечественную, когда никогда мы не делились ни в Афганистане, когда я служил, украинец, якут, русский, чеченец. Мы все были как одна команда. И сейчас, ну, что такое патриотизм? Это действие. И вот наши действия, наших ребят, нашей армии показывают же, что есть это. А что касается патриотизма внутри общества, ну, мы поддерживаем как можем. Сейчас нету такой опасности, такой, что время, чтобы всем идти. Нет у нас призыва, и слава богу, армия у нас сильная, только часть армии воюет. Вот. Нет. Да, она пока нету такой необходимости. Но вы знаете, что вот там сейчас те, которые ребята есть, как Владимир Владимирович сказал, они все герои. Им бы всем можно было Героя России давать. Не обязательно, что он там какой-то сверхподвиг совершил. То, что он даже там был в этом окопе, был обстрелян и каким-то, ну, получил ранение, он не успел какой-то, может быть, подвиг совершить. Но для меня они все герои, все ребята, которые там. Поэтому вот очередной показала наша страна, что вот молодежь, но все равно. Здесь, наверное, надо говорить о том, что у нас очень серьезно изменилось отношение к слову патриотизм. Что скрывать, у нас слово патриот в последнее время у многих вызывало даже, скажем, такой отрицательный. Патриот, и сразу думаю, господи, там выйдет сейчас там классный патриот и будет сейчас лозунгами и общие слова говорить. И сейчас, на самом деле, вот это патриотизм, он изменило само отношение к этому слову. Сейчас люди, которые по-настоящему переживают то, что происходит на Украине, они по-настоящему становятся патриотами. И если вы заметили, и наше общество же тоже люди, которые уезжают из нашей страны, насколько людей сейчас отказались от своих кумиров. Если бы мне там несколько лет назад сказали, что я буду, и мне будут неприятны такие рокеры, как Гребенщиков и Макаревич, я бы не поверил. А на самом деле после их высказываний я даже их песни сейчас слушать не могу. Ну вот, и мне кажется, что это у многих произошло. И самое главное, что, ну не знаю, можно ли так говорить, но мне кажется, что-то в этом есть и хорошее, потому что я заметил, что и у молодежи наконец-то начали просыпаться какие-то патриотические чувства, какое-то отношение к тем местам, где они живут. И В народе говорят, когда жареный петух клюнул, да, она просыпается. как всегда в нашей стране. Вот. И вы знаете, мы-то начали говорить почему-то о последствиях. А я думаю, вот мы же все общественники.
стараемся как-то вот проявить возможность повлиять на общественную позицию. Я думаю, что опыт жизни, который у всех у нас здесь присутствующих имеется, надо бы разобраться и понять не только для себя, но и для всех, почему это произошло там. Казалось бы, братский народ, одна из 15 союзных республик. Почему неофашизм там победил? И есть ли гарантия 101%, что в какой-то вот республике нашей, большой России, этого не произойдет? Вот могут сегодня дать гарантию, исходя из той ситуации, которая в Грузии произошла, на Украине произошла, чуть в Казахстане не произошло. Насколько идеологическая позиция у нас вот такая фундаментально обоснованная, что мы можем сказать, у нас в России такого не будет. А давайте тогда я вам всем напомню, я вот постоянно об этом говорю, в пункте 2 статьи 13 нашей Конституции Российской Федерации прописано, что никакая идеология не может быть государственной или обязательной. То есть запрет на идеологию. То есть получается, что мы государство без своей государственной, российской, там, русской, татарской, саха, бурятской идеологии существуем. Поэтому, наверное, вот из-за этого все-таки Владимир Владимирович Путин юрист, он и говорит, тогда давайте, национальная идея у нас будет патриотизм. И вот тогда флаг патриотизма и подняли. И теперь вот мы все на этом делаем доминанту, что давайте мы патриотизмом займемся. Я с вами совершенно согласен, Александр, что чуть ли это не стало слово патриотизм нарицательным одно время. А сегодня вот оно как-то вот доминирует в наших взаимоотношениях и общественных, и всего остального. После короткого перерыва на рекламу мы вернемся в студию и продолжим обсуждение нашей темы. Не переключайтесь. Украина показала, 30 лет мозги промыты. То есть я, вот, Очень правильно. я их видел, ну, учился там в школе, да, у меня сестра училась, там дочки ее уже росли тоже. Да. И было до того, что они уехали в Днепропетровскую область, пожили там полгода, вернулись опять к нам в Луганскую, потому что сказали, да ну вас нафиг. Это был еще, ну, наверное, начало 2000-х, конец 90-х. Там, говорит, уже учебники переписаны, уже была Бандера, привет. И вот сейчас показывают, а у нас тоже, я, ну, как патриотическая организация, я вижу, что у нас упадок и пропущенный большой объем поколения. Просто поколение пропущено. Совершенно согласен. Я недавно выступал перед студентами 3-го курса одного из институтов от университета нашего, да, агротехнического. Не называть факультет не буду, они сами разберутся. 3-й курс, студент, уже завтрашний. Когда мы говорили о патриотизме, я спросил, кто такая Зоя Космодемьянская, знаете? Аудитория молчит. Александра Матросова знаете? Аудитория молчит. А потом во время перерыва ко мне мальчишка подошел, говорит, я про Александра Матросова слышал, а что такое? Ну, там написано было, что он подскользнулся и упал на долговременную огневую точку. Ему вот это вот слово запомнилось, долговременная огневая. Как на нее можно упасть, подскользнувшись, я спрашиваю. Вот до такой ситуации мы довели, что вот дети наши, молодое поколение, не знают вот это все. И это все вот последствия школьной программы. Владимир Васильевич очень правильно заметил, да. Мы, как вот советские граждане, можем сказать, мы выросли, у нас всегда висели на стенах эти герои-пионеры, да. У меня в классе НВП был обклеен полностью героями Афганистана. Я на них рос, на них равнялся. Но после развала у нас это методически все истреблялось и уничтожалось. То есть убирали вот патриотизм слова, чтобы совратить нашу молодежь, там, чтобы замутить их разум, да, вот, западными. И говорю, очень много фальшивой демократии к нам пришло оттуда. Вот гей-парады, все это дело, да, то есть мультикультурализм, вот этот весь, ну, непонятные слова такие, толерантность, вот мы постоянно вот с Александром Григорьевичем говорим, вот слово какое-то очень нехорошее, это толерантность. Вот и они планомерно, вот Украина это не свалилась сейчас, это было у нас на Кавказе, вот когда мы служили, они использовали исламский фундаментализм, да, чтобы
зажечь вот костер между нас отношений. То есть людей, народов между собой против друг друга они травили, чтобы они враждовали. У них это прошло в Югославии. Но у нас, слава богу, не проходит, потому что у нас тысячелетняя история, да, братских народов. У нас Россия это самая многонациональная, самая многоконфессиональная страна, да. И мы жили испокон веков в дружбе. И благо, что мы сохраняем все это дело. Мы ведем работу в этом направлении. Это Украина не закончится, поверьте, придумает еще что-нибудь. Это впереди, они вот пробуют этим методом, пробуют, этим не получилось на Украине, они сейчас придумают еще что-то. Это сильная сторона, вот Вильям Васильевич сказал, это наша история, наши победы. Мы на это опираемся, да. Это вот стержень наш, это ни у кого такой победоносной, славной истории нету. Но у нас есть и слабая сторона. Нашу страну разрушали в основном изнутри. Да. Мы сами ее разрушали. И сейчас надо, вот, чтобы каждый понимал. Вот хорошие слова Бодрова, который был актер, молодой человек, но очень мудрый, сказал, когда, если такие трудные времена, как война, нельзя говорить о своей стране плохо. Нельзя. Вот это и есть патриотизм. Еще хотел сказать, что патриотизм, это отталкивается слово «родина». Я часто встречаюсь со школьниками, и мне интересно, как они понимают слово «родина». И там начинается. Ну, младшие классы даже был такой: «Родина – это Путин». Но старший, конечно же, первое, что отвечает, это там, где родился. Но когда мы углубляемся, мы понимаем, что Родина очень большее, емкое понятие. Это все, что тебе дорого здесь. И те люди, которые вот 2 года назад вышли защищать свою речку, я помню, старики, женщины, дети, они написали на реке СОС, чтобы не загрязняли ихнюю реку, недропользователи, да, был такой случай. А на них чуть ли не хотели возбудить уголовное дело. Но на самом деле они и есть патриоты, потому что они защищали свою реку, свою местность. Если продолжить, Александр Гаврилович правильно сказал о том, что вот были свои герои у вас, когда вы учились в школе, например, да. 27 марта участники специальной военной операции приравнены к ветеранам боевых действий. Во многих субъектах страны идут разговоры об открытии памятников, вот как раз таки площадей, мемориалов, посвященных участникам спецоперации. Согласны ли вы с тем, что стоит? Например, у наших соседей в Татарстане, они уже на фасадах домов ребят, которые погибли или получили ордена, их портреты размещают. Почему бы нам этого не делать? Ну, как пример. Кроме этого, у нас же есть герои Советского Союза. А почему их не вспомнить? Постоянно говорим о там, о сквере Хлопкова, Федора. А давайте просто размещать, уже просто делать. И мне кажется, это не сложно. И поэтому это очень хорошее начало. Просто нам в Якутии это тоже надо это начать. В целом делается. Вот я сегодня по делам своим общественным был в музее «Россия. Моя история», которая на улице Уткина. Там они уже сделали вот эти витрины. Правда, лежат не сами бриллианты, а копии. Когда вот находят хороший бриллиант, присваивают имя героя Советского Союза, социалистического труда. Ну и теперь надо добиваться, чтобы те ребята, которые сегодня служат на Украине или в других горячих точках были, их имена тоже были отмечены вот этими вот богатствами природы. Ну а что касается памятников, совершенно правильно. Вот когда приближалось 75-летие Победы в Горном Улусе в селе Бердигистяк, обычный мужик, в хорошем понимании этого слова, своими силами, без клянчения из бюджета муниципального, сварил Т-34. И он стоит на площади в этом селе. И все знают, что это его руками сделано, что это в память тех горняков, то они так все называют, из горного района, которые сражались в годы Великие. И таких мемориалов, если пройтись по Якутии, достаточно. Вот Я думаю, что идея очень хорошая вот эта. когда мы говорим о патриотизме, говорим об общей памяти, об общей победе в войне Великой Отечественной, да? Но это же была наша общая победа и с украинцами тоже. И со всеми народами Советского Союза. Вот, Александр Григорьевич, вы как председатель Ассамблеи национальных общин, да, вот какие сейчас настроения у национальных общин? И меня интересует, вот у нас же украинцы в Якутии, по-моему, 3-й был по численности, по переписи населения. Они так и остались пока еще. Но я могу сказать, что у нас украинская диаспора, ну или диаспора, или как это сказать, община или общественная организация, скажем так, они сейчас
никак себя не проявляют. И на самом деле и мы не идем с ними, стараемся пока не задевать. Они участвуют во всех наших мероприятиях, но вот именно какой-то такой разговор мы не затеваем. Потому что, ну, видать, еще до конца все-таки есть какие-то сомнения, чего-то боятся, может быть, еще какие-то есть причины. Если касаться других там наших национально-культурных объединений, то их надо разделить на две части. Да? У нас есть культурное объединение, это национальности, которые проживают в России, субъекты, там, тувинцы, буряты, да, и есть другие, например, армяне, азербайджанцы, таджики, корейцы, вот, то, соответственно, тут и отношения разные, хотя, как правило, вот эти все национальные общины все равно уже возглавляют граждане России, ну, тот же Алиш Забитович Аглы, Мамедов, да, или там Андраник Наваян, это уже граждане России, но все-таки в беседе с ними чувствуется, что есть такие какие-то моменты, которые они не хотели бы затрагивать. А если уже говорить про объединения, которые российские, вот наши национальные, то в большой степени, конечно же, мы уже это и доказывали, мы выпускали в начале очень большое количество роликов, где мы выходили и говорили о поддержке спецоперации на Украине. В целом, может быть, ежедневно, да, в своей жизни вы общаетесь со многими людьми. Какие настроения в обществе? Или бывает ли такое, что, например, человек высказывает какое-то негативное отношение к спецоперации, вам приходится человеку, так сказать, разъяснять, что для чего она нужна и почему? Я не буду называть фамилию тут одного человека, известного, который... Ну, он, наверное, сюда, конечно, не придет по многим причинам. Но я ему сказал, что, например, я-то ему теперь точно не буду подавать руки. Для меня он, в общем-то, уже умер как человек, потому что когда он начинает говорить, что там зачем мы пошли, и какие-то... У него все причины-то какие-то вот эти пиндосские. Вот эти... То, что нам навязали, то, что мы взяли зачем-то в 90-е годы, это почему-то для него главные причины. Когда я ему начинаю говорить... А то, что они сделали 2 мая с людьми, которые падали, их добивали. Тебя вообще, для меня это в 2014 году стало понятно, кто пришел к власти. А когда человек начинает, его лишили какой-то зоны комфорта, то, что он там не поедет там, в Италию, там, в Испанию, там еще какие-то вещи, ну, для меня это стало печально, что я этого человека почти 40 лет знаю, и, оказывается, Я встретил в Крыму, вот Крым наш, когда присоединение прошло, 14 я в 15 году летом там уже в дайв-центре работал. И как бы была у них очень мощная вот именно крымская весна, когда проходила. Были вплоть до резни между татарским населением и вот русскоязычным крымским. Там участвовали достаточно, так это на ножах сходились, в некоторых даже в уровне поселков. То есть там бывает вот... Южный берег, там же 3-4 горку переехал и 2 разных поселка. Нет, резня, это вы сейчас фигурально выражаетесь или там натурально? До этого там никого, ну, подрезали были, информация такая, что да. А так вот выходили они там на, чуть ли не там татары против русских, и мы вас сейчас вот всех порежем. Потом с таксистами работаю тоже, вот они мне это все рассказывают, потому что мы, говорит, тут ходили на него, смотрели, вот он сегодня тут с нами на УАЗик всех возит на водопад. После этой раскола они это. Потом какое-то время вот так, пришла уже Россия, уже все хорошо, все встало, они, видать, осознали, все вернулись. То есть та же схема сейчас у нас вот Херсон. Херсон у нас отставить. Да, Херсонская область уже взята, она готова, уже паспорта дают российские. То есть и там сами народы, если когда российские войска входили в спецоперацию военную, да, они же тоже там, первые, что у нас потерь было много, сейчас тактику поменяли. Выходило мирное население, что вы сюда к нам приперлись? Это так и было. Колонны останавливались, ее бабахали, сейчас уже население поддерживает. То есть вернулось к тому, у всех там щелкнуло в голове, все вот сняты эти шапки. И опять же население в Крым приезжало украинское, все равно там и в 17-18 году. Вот он со мной разговаривает на русском, отходит за стеночку и там между собой уже на украинской мове. Выходишь, говоришь, а как у вас вообще там реально? Они говорят, если телевизор не смотреть, нормально, живем. Как только включаешь зомбоящик, он действительно зомбоящик. Все, вот такая ситуация. И им мозги промывали 30 лет. Ну, вы не назвали одну очень важную причину, я вот хочу ее назвать, что кроме правильных слов, что помощи ДНР, ЛНР, что своих не бросаем, это
обезопасить нашу страну. Потому что Украину, к сожалению, готовили как антироссию. Я, может быть, беру на себя многое, скажу, что в свое время так Германию готовили, Англия, США и так далее. Вооружали, финансировали, идеология была нацистская и так далее. Вот сейчас выжидательная позиция, она недопустима была, потому что, еще раз говорю, что современное оружие, особенно ядерное, которое быстро устанавливается и так далее, расположение каких-то враждебных баз, вот эти вещи были тоже учтены. Поэтому я считаю, что операция, проводимая сейчас, она хоть сложно, мы понимаем, что это боевые действия, но она необходима. Ну, также с начала спецоперации усилено привлечение на службу по контракту. В Якутске работает мобильный пункт отбора на контрактную службу кандидатов, желающих служить в армии России. Также палаточные пункты размещают в центре города ежегодно. Мужчины от 18 до 50 лет могут подойти, поинтересоваться или записаться в ряды военнослужащих. Для них предоставляют соцльготы, гарантии, жилищное и пенсионное обеспечение, денежное довольствие военнослужащих, выполняющих специальные задачи в составе Вооруженных сил Российской Федерации от 205 тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты. Увеличилось ли число желающих пройти военную службу по контракту? У вас здесь неточные данные. Мы как раз эту тему с Валерием задевали. Там увеличен срок не 50 лет, До 60. до Уже до 60, 60 уже подняли. до 60 лет. И есть яркий пример, когда генерал, которого там отправили в отставку с позором, он летал на самолете, там совершил подвиг, и ему дали героя, да? Вот. Контрактная служба, на самом деле, я думаю, это веление времени. И то, что какая техника, и, естественно, туда уже должны идти профессионалы, и туда не должно быть балласта. И нет, срочная служба тоже нужна. Но контрактная – это веление времени. И я думаю, что если ты считаешь себя специалистом, и ты здоровый человек, то на самом деле, конечно, надо идти и помогать Родине. Ну, а Вот как я- вы считаете, что движет человеком? Да? И Не, ну желание здесь- заработать денег Нет, или защитить это тоже Родину, нельзя или- исключать. Наверное, есть и те люди, которые пойдут ради денег. И, скорее всего, что они есть. Но мне кажется, что тот, кто идет на контрактную службу, там все-таки первое, это все-таки любовь к родине. Как бы и пафосно это не звучало. Пятая колонна у нас Да, есть. они говорят, что деньги, что идут в основном, как они говорят, быдло, те, которые из низкооплачиваемых слоев населения, это пьющие люди. Вот они это закидывают. А многие люди почему-то берут это на вооружение и говорят, что это так и есть. Поэтому с этим нам тоже надо бороться. Ну, надо просто разъяснять Да. людям. Может быть, таких передач надо больше. После короткого перерыва мы вернемся в студию к обсуждению нашей темы. Не переключайтесь. Кроме того, надо думать оттуда, сейчас ребята возвращаются, сейчас социальная поддержка. Вот они должны чувствовать, что государство их защищает, что их ценит. Вы знаете, ветеран, слово, ведь это вот что такое ветеран? Вот ветеран, а большинство идут сейчас очень много. Я не скажу, что большинство, но очень много идут уже, которые были в боевых действиях. Это в Чечне, в Сирии, в Афганистане. Афганцы тоже, хоть возрастные, но многие туда попали. Вот. И, конечно же, от ветеранов толк больше. Это все-таки боевой опыт, ничем его не заменить, особенно первый месяц войны. Но государство, еще раз повторяю, должно... Общество признает ветеранов, уважает. Но вот государство должно тоже выполнять свой долг перед ними. Это социальная защита. Вот над этим вот мы, депутаты правительства, сейчас работаем. Будируется тема, что по контракту на Украину едут именно вот за деньгами, от социальной неустроенности. и так Маргиналы. далее. Да. Но это совершенно неверно, потому что вот если начать с нашей основной основы Конституции, там же прямо написано, что каждый взрослый мужчина, достигший 18 лет, должен и обязан защитить Отечество, научиться этому. Поэтому их призывают. Наше поколение 3 года служило, у сына поколение 2 года, а внук вообще
Еще его пирожки не остыли, которые он 1 год отслужил. Это срочный призыв. И помните, когда началась вот эта специальная военная операция, специально настроенные элементы подняли крик. Ой, они туда направили, на Украину, ребят, которые срочно служат службу, они там ничего не умеют, а почему туда контрактников не отправляют? А вот если хорошо посмотреть федеральный закон, да, который так и разделяет прямо воинский долг и военная служба, там про контрактников целый раздел есть. Это почетная обязанность защищать Родину. Это обычная трудовая деятельность, когда тот же контракт заключает и мы все, здесь находящиеся, когда где-то работаем. И каждый труд уважаем, если человек имеет специальные знания и опыт, как вы сказали, да, и поэтому заключил договор, соглашение, и пускай он называется контракт, и пошел защищать, выполнять приказы, то это уважаемый человек, наоборот. И я думаю, вот Валерий Алексеевич правильно тему поднимает, как депутат. Государство обязано обеспечить социальными благами людей, которые служат по контракту, а особенно тех, кто вернулся оттуда, или раненый, или еще по каким-то причинам. Я помню, когда первые афганцы возвращались, в начале афганской, их на работу не принимали, у тебя же инвалидность. Ну а что, почему не... Ну мы же тебя туда не отправляли. Да, было. Такие разговоры. И афганцы ходили как изгои. А когда систему поменяли уже, ей сказали, ребята, чиновник, ты давай кончай этим заниматься, это герой. В первую очередь его на работу. То же самое вот сейчас специально эту тему нагнетают по контрактам. А надо разъяснять, что контракт – это нормальный, заслуженный человек, который… Само слово «основа» есть, добровольно идет. Если обычных нас, граждан, призывали, мы обязаны… В советское время. Да, как долг исполнить там на несколько лет по-разному, то контрактник, он добровольно идет, понимая, куда он идет, понимая, зачем он. То есть он цели, задачи все прекрасно понимает. А то, что ему за это установлены какие-то социальные льготы, финансы, это положено. У нас же вон министр обороны Шойгу тоже контрактник. Хотя его назначили указом, но взаимоотношения возникли гражданские, не как военные. Это вот военная служба – это отдельный вид государственной службы. Вот они и служат, вот МЧС служат, прокуроры. И военный также служит, и когда он говорит, а вот эти условия давайте государство выполняйте, здесь ничего зазорного нет. 16 лет в войсках именно был, Да. про заходы службы, потом сюда на военную кафедру переехал, да. И вот это было конец 2000-х, начало 2000-х, конец 90-х. То есть, когда вот пошла перевооружение армии и начали убирать вот этот срок службы. Я как бы противник вот именно года службы, потому что боец толком не понимает Конечно, действительно, что вы же он сами делал, их что он видел. пропускали через себя. Но между тем была же программа перевооружения, перехода на контрактную службу. И вот сейчас я цифры точно не назову, на то время было там какие-то планы, что порядка 60-70% у нас уже должно быть контрактниками. То есть и воинская часть, нормальная, там из 3 батальонов, допустим, состоящая, вот 2 батальона контрактники и 1 батальон срочная служба, которая тут и в караулы, и где-то и все. Но они все ходят, но вот эти 2 батальона уходят в первую очередь. Правильно. А у нас есть положение, что 4 месяца ты отслужил, ты имеешь право подписать контракт. Да. Но я вот еще в Чечню, когда готовили команды различные, то есть там тоже бойцы все. На дивизию пришла разнарядка, 16 механиков, 8 снайперов. Все, заходит наводчик-оператор какой-нибудь, я хочу быть механиком. Вот ты сидишь, какую кнопку надо нажать, чтобы тебе машину завести? Иди учи. То есть вот до них вот так доходит. То есть потом, чтобы человек понимал, что он хочет туда не просто так пойти, как действительно за деньгами, а он еще должен туда уйти профессионалом, он должен там еще что-то знать, что-то уметь. А вот по этим действительно, у меня вот сейчас старший ребенок позавчера зашел в район Харькова начальником штаба батальона, но перед этим он готовил как раз боевое слаживание в должности командира роты. И вот он сталкивается, говорит, он звонит, говорит, даю пострелять с автомата, боец отворачивается. А чего? А что пошел? Не научит.
А деньги? Несколько Сергей дней назад Владимирович вот очень хорошую тему затронул, но чуть-чуть военную тайну не раскрыл. Извините. Кстати, я тоже работал немножко в ДУСАФе, вот, председателем города Якутска в советское время. И тогда ДУСАФ был при Министерстве обороны. Это была государственная политика, подготовка к армии, вот, первичная подготовка. Это не только автомобилистов, но всего, и стрелкового оружия и так далее, военно-патриотические, военно-спортивные клубы. А сейчас это самостоятельная коммерческая структура. Я считаю, что вот, Нет, может они быть, государственная, Государственный заказ мы выполняем. ну, выполняете, да, но Но все он равно с каждым финансирования годом недостаточно. Я же знаю, что недостаточно финансирования всех направлений, которые есть у ДУСАФа. Поэтому государство должно вот сейчас уделить внимание вот таким организациям, как ДУСАФ, чтобы увеличить финансирование. Вот, потому что патриотизм, слово, это слово, оно должно быть Пользуясь наполняемо. случаем, скажу, что ДУСАФу в этом году исполнилось 95 лет. То есть мы организация, которая даже шутка ходит, что пионеры были, но пионеры сейчас начинают возвращаться. Вот у нас тут недавно, порядка 200 человек вступили в классы городские, принялись в пионеры, да. Коммунисты были, вроде нет, а ДУСАФ был, он и есть. То есть мы еще пока держимся на плаву. Вот здесь правильно, если уже возвращаться опять к той теме патриотизма, все надо начинать со школы. Вот у меня вчера у одноклассницы был юбилей, не будем говорить, какой возраст, да? Женщины. И у нас там есть преподаватель русского языка, и она сказала, слава богу, что сейчас пошла программа, пришли уже на следующий год. И она говорит, по русскому языку и литературе, она видит, насколько пошла перемена. Какие стали уже авторы предлагаться. И какие сейчас будут исключаться. И там именно первое слово стоит воспитание патриотизма. Наконец, школа возвращает слово воспитание. Потому что мы отказались, и сейчас возвращаем. И если мы в школе начнем воспитание, именно то, что было раньше, я думаю, у нас не будет лет через 20 вот этого вопроса стоять уже. У нас остается немного времени. Понятно, что спецоперация закончится не завтра, не послезавтра, еще продлится какое-то время. В завершении нашего разговора хочется узнать, какие должны быть ее итоги, по-вашему, что изменится в стране по ее завершению. По мне, надо дойти до западной границы и довести все до конца. до Эльбы, что ли? Нет, до границы, до Западной Украины, до бывшей, то, что было Советского Союза, я считаю, и на какие-то компромиссы идти не стоит. И надо довести до конца вот эту нацификацию, денацификацию надо довести до конца. И не вот это половинчатое, то, что было при Хрущеве, когда их всех отпустили, и все это сохранилось. Поэтому я думаю, что это главное. А страна, я считаю, что она уже стала меняться. То есть это смена режима в Киеве или это Нет, включение Киев- этих областей просто Нет, в состав России? Нет, там уже разберемся. Может быть, это будет и Украина. Но мне кажется, что такие, как давно российские районы, Донбасс, Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев, Чернигов, это же русский город. Я думаю, что они вообще должны так или иначе войти в Россию. Но Украина, она, наверное, должна остаться со столицей во Львове. Цели правильные, задачи правильные. И вот опять же денацификация, надо действительно это червя давить изначально в его норке, заливать, топить и так далее. То есть действительно нам сейчас не дать слабину, не пойти на поводу там каких-нибудь переговоров в очередной раз. То есть эта армия воспринимает очень болезненно, когда идем, потом стой, подождите, мы поговорим. А что говорить? Уже все отговорили. Все, а нам осталась только наша, как говорится, победа. Обязательно надо довести до конца эту операцию. Но какие будут итоги, время покажет, гадать не будем. Потому что у нас есть очень печальный опыт первой чеченской кампании, да, где я участвовал со многими своими братьями. Тогда остановились, отдали. Через 3 года у нас весь Кавказ чуть не сгорел, можно сказать. Для меня результатом бы был, чтобы Украина стала дружественным, как и раньше, нам государством. И может быть, не государством. Я тут с Александром Григорьевичем согласен, что те области, которые ДНР, ЛНР, они уже выбор свой сделали. Да, те города многие, Херсон сейчас,
полностью поменялся. Там люди хорошо относятся с пониманием и говорят, мы вас ждали и так далее. Некоторые уехали, но они вернутся. Конечно, это опасность большая мирного населения оставаться где происходят бои. Вот для меня результат, еще раз говорю, что чтобы он, как и раньше, был дружественным, а он и есть сейчас. Я не считал никогда украинский народ врагом. У меня там боевые товарищи, афганцы, проживают. Я хочу сказать, вот наши политические технологи и все остальные мудрецы очень серьезно коверкают русский язык как государственный. Вот это что за слово денацификация? Когда приходишь в аудиторию, спрашивают особенно. Есть же обычное понимание, мы говорим о том, что на Украине действует неофашизм. Да убери ты эту приставку «нео» и скажи, что там зарождается и зародился фашизм, и его надо, как вы сказали, до западных границ уничтожить. Вот эти все раскидки, когда обывателю, простому человеку говоришь, там фашизм, и приводишь примеры, что они с людьми делают, тогда он говорит, а чего тогда вы тут толдычите даже из утюга, что денацификация какая-то? Говорите, что надо добивать спецоперации. Тогда мы обоими руками за эту спецоперацию. Подведем небольшой итог. В принципе, мы с гостями с нашими согласны, но здесь хочется добавить, потому что мы понимаем, что спецоперация нужна, она не закончится в ближайшее время, но мы понимаем точно, что после окончания спецоперации наша жизнь уже не будет прежней, она будет какой-то другой. Это была программа «Якутия Лайв». С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Смотрите «Якутия Лайв» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.